Отечественные авиаперевозчики намерены улучшить свои финансовые показатели путем сокращения расходов на безопасность. Как стало известно, сразу несколько компаний готовятся перевести техников на аутсорсинг. По мнению экспертов, к такому сценарию топ-менеджеры прибегают при снижении прибыли. Последний раз в текущем году об аутсорсинге в сфере воздушных перевозок заговорили в феврале после публикации Аэрофлотом своих финансовых итогов 2018 года и первого квартала текущего. Выяснилось, что чистая прибыль компании упала более чем в 10 раз и составила 2,8 миллиарда рублей. К ухудшению финансовой ситуации привел, в частности, аномальный рост цен на топливо, усиление конкуренции на рынке воздушных перевозок, а также валютный курс. Непогашенные кредиты, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, имеют более половины россиян – 51%. Трудности с заемными средствами испытывают преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Это 41% из тех, кто имеет непогашенный кредит. И от 25 до 34 лет – это 39%. У заемщиков в возрасте от 35 до 59 лет проблем меньше. Около 70% говорят, что за последний год не сталкивались с трудностями при выплатах. Среди респондентов старше 60 лет этот показатель составляет 66%. Большинство россиян с кредитами, 31%, тратят на ежемесячную выплату от 10 до 20% семейного дохода. Более половины семейного дохода на погашение кредита направляют 13% опрошенных. К росту числа заемщиков, которые испытывают трудности, привела слабая экономическая активность после кризиса 2015 года, считают макроаналитики. О высоких темпах роста потреб кредитования не раз говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, это может привести к образованию кредитного пузыря и рецессии в 2021 году. В Центробанке таких рисков не видят. С 1 октября регулятор вводит показатель долговой нагрузки, который усложнит банкам выдачу потребительских кредитов плохим заемщикам. Тем временем россияне стали покупать меньше мяса. За год с июля 2018 по июль 2019 года жители страны купили на 4,3% меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Продажи снизились по всем категориям мясных товаров, от птицы и свинины до сосисок. Больше всего упали продажи говядины на 7%. При этом данный вид мяса им ранее был не самым популярным, поскольку на его долю приходилось только 8% продаж в мясном сегменте. Россияне также стали на 5,2% покупать меньше мяса птицы. В целом на долю этого продукта приходится 38% продаж всего мяса. Продажи свинины снизились на 3% при доле в структуре потребления мяса в 21%. Несмотря на снижение в количественном потреблении, в денежном выражении продажи мяса даже увеличились почти на 1,5%. Это произошло за счет роста стоимости продукта. Министерство экономического развития разработало новую версию норм регулирования рынка общественного питания, призванную отменить избыточные или устаревшие нормы Санпина. Документ получил название «Белая книга индустрии гостеприимства, кафе, рестораны, кондитерские». В основном он включает в себя требования о безопасности пищевой продукции из технического регламента Таможенного союза и рекомендации по их реализации. Однако в Белой книге нет требований, предусмотренных рядом Санпинов. В частности, в документ не попали указания о необходимости помещений под яйцебитню, замачивание овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью и так далее. По словам представителей Минэкономразвития, Белую книгу будут дорабатывать с учетом мнения Роспотребнадзора и представителей отрасли. Требования, которые не попадут в итоговую версию документа, отменят, а документы, в которых они указаны, переработают или признают утратившими силу. Минимальный срок аренды лесных участков по приоритетным инвестиционным проектам в освоении лесов могут поднять с 10 до 49 лет. С таким предложением выступил Минпромторг. В ведомстве считают, что это поможет привлечь инвесторов для строительства лесоперерабатывающих заводов. Проект постановления правительства, подготовленный министерством, проходит общественное обсуждение. Сейчас срок аренды лесных участков в договоре может устанавливаться региональными властями от 10 до 49 лет. И порой он бывает минимальным, указывают в Минпромторге. Но инвесторы не заинтересованы вкладывать миллиарды на такой срок. Установление минимума на период не менее 49 лет позволит обеспечить лесными ресурсами реализацию долгосрочных и капиталоемких приоритетных проектов, предусматривающих создание или модернизацию крупных лесоперерабатывающих мощностей, отмечают в Минпромторге. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.